Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Укшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Бадрагунба проверил ключевую инфраструктуру Гагрского района от дорог до электро- и водоснабжения. Абхазия и Нижегородская область начали работу над формированием комплексного туристического бренда страны. Праздник спорта в Сухуми. В школе номер 14 открылся новый спортзал. Состоялась презентация первого мобильного приложения для детей «Анбан». У дорог до электроводоснабжения в ходе рабочей поездки в Гагрский Гудаутский район Бадрагунба ознакомился с ходом реализации данных ранее поручений. В поездке главу государства сопровождала наша съемочная группа. Шазина Ханагуа расскажет обо всем подробно. В городе Гагра ведутся ремонтные работы на объекте водоснабжения. Ремонт осуществляется на 2 водопроводных резервуарах объемом 2000 и 4000 кубических метров. О ходе работ главе государства доложил начальник УКС Демир Гамисоня. На текущий момент проводятся работы по капитальному ремонту насосных станций и резервуаров для увеличения дебита питьевой воды водоснабжения Гагры. Уже полностью заменили кровлю, привели в порядок фасады и сам резервуар. Отбили всю плитку, которая уже отваливалась просто от времени. Расчистили полностью территорию. Сейчас у нас задача состоит в следующем. Все 6 резервуаров и насосных станций, которые есть на территории города Гагра, их нужно будет привести в порядок. На текущий момент у нас 4 подающих станции и 2, которые подают уже воду в город. 4 перекачивающие, которые с резервуара перекачивают в резервуары, и 2 резервуара, которые подают в город. Президент подчеркнул, что такой режим, когда вода подается всего по часу утром и вечером, является далеко не комфортным для жителей, и особенно тяжело приходится людям, проживающим в высотных домах. Если мы сейчас восстановим, доведем до логического конца работы, которые были начаты еще тогда, то мы можем увеличить время подачи. Это несколько часов, часа 3-4 утром и часа 3-4 вечером. То есть это более-менее решит во многом проблем. Здесь надо будет еще параллельно в ходе нашего обсуждения обсудить по поводу соединения этих насосных станций, дебита воды, помимо тех работ, которые сейчас проводятся. И нам не нужны конкретные сроки окончания этих работ и подачи, задействовать, когда мы сможем эти станции. До конца текущего года мы полностью их приведем в порядок и полностью обследуем оборудование, все, которое есть там. Потому что на 2 или 3 насосных просто были обрублены провода, и в каком состоянии сейчас находятся насосы, их нужно будет обслужить, привести в порядок. По полному окончанию мы планируем это сделать до летнего сезона, потому что прекрасно отдаем себе отчет, что это самый такой горячий период в части водоснабжения города. Поэтому ориентир будет у нас до начала июня, чтобы все работы были завершены. Демир Ильич, я прошу ни себя не подвести, ни меня не подвести. Затем Бадрагунба проинспектировал ход работ на 12-м километре трассы. Ремонтные работы охватывают 15 запланированных участков трассы Псоу-Ингур и осуществляются в рамках инвестиционной программы. Демир Гамисони отметил, что основная цель работ – обеспечение безопасности движения на данном участке путем устройства буронабивных свай и укрепления оползневых зон подпорными стенами. Один из 15 участков, который ремонтируется у нас в рамках инвестиционной программы. Мероприятие было запланировано еще в 2020 году. 4 участка аварийных уже отремонтированы. Из 15? Из 15. В этом году планируется, этот уже фактически завершен, остается только асфальтобетонное покрытие. И еще один участок планируем выполнить в течение этого года, до конца года завершить. Значит, мероприятие представляет собой устройство буронабивных свай. Мы заглубляемся в скальный грунт, делаем подпорную стену и засыпаем все это обратную засыпку, делаем балластом. Понятно. На момент обследования участки находились настолько в аварийном состоянии, что часть полотна она просто висела на воздухе.
Президент подчеркнул важность этой магистрали для связи с Россией и отметил, что необходимо максимально ускорить ремонтные работы. Учитывая важность этой магистрали, это фактически артерия дорожная, единственная, которая соединяет нас с соседним государством. Ну, значимость этой дороги однозначно, поэтому надо, конечно, максимально ускорить. Глава государства осмотрел и ход ремонтных работ на подстанции в селе Алахадзе Гагарского района. Данная подстанция является одной из наиболее крупных в районе. И ее функционирование имеет стратегическое значение в энергообеспечении. По словам начальника УКС, до проведения ремонтных работ мощность подстанции составляла 20 мегаватт. После осуществления капитального ремонта трансформаторная мощность станции будет увеличена. 2 по 10 стояло. 10 стояло, сейчас будет 2 по 40. Первый уже установили, это в рамках первого этапа. Второй у нас будет устанавливаться. Вот, в последней поездке представителей Министерства экономического развития мы согласовали приобретение второго трансформатора. И будем до конца года заключать договор на поставку. На текущий момент первый этап уже практически завершен, остались небольшие мелочи. Президент поставил перед руководством РУП «Черноморэнерго» задачу решить вопрос с освещением центральной трассы. Глава государства подчеркнул, что это крайне важно для обеспечения безопасности дорожного движения. По поводу освещения на центральной автодороге. Да, мы дефектные акции сделали, перенаправили на Министерство энергетики. Да, какое количество участков вообще сегодня у нас проблем? Около 60 километров надо поменять проводник, провод СИП на 35. И выход с каждой подстанции. Там около 31 штуки, а подстанции 10 на 4. Бадрагунба проинспектировал ход ремонтных работ и в Цандрипшской школе. Это здание ранее было незаконно приватизировано. Благодаря усилиям администрации Гагарского района оно было возвращено в государственную собственность. Глава государства подчеркнул важность данного решения. Крыша была поменена уже, когда мы пришли. Окна мы поставили, и вот начали работы. Уже были перегородки, даже переделывалась под гостиницу. Ну, вообще, откровенно говоря, это правильное, справедливое решение забрать этот объект государству. Изначально здесь была школа, и из нее делать гостиницу, это, я не знаю, кому такой бред в голову пришел. Но это правильное решение руководства района, тем более с учетом того, что у нас не хватает школ для учащихся в Цандрипше. Давайте вы посмотрите по возможностям на следующий год, сколько вы сможете профинансировать. И какую-то часть мы тоже поможем осуществить финансирование, чтобы быстрее ввести его в эксплуатацию. Ремонтные работы осуществляются за счет средств Гагарского района. Президент отметил, что государство окажет финансовую помощь, чтобы ускорить ремонтные работы и открытие школы. После чего в Цандрипше впервые появится абхазская школа, рассчитанная на 600 детей. Заместитель главы администрации поселка Артур Джопо сообщил президенту о нехватке детских садов. Там глобальных вопросов нет, есть там некие вопросы были там, но мы их исправляем своими силами, как-то стараемся. Ну, здесь один детский сад также, один детский сад. А вообще нецелесообразно один корпус отдать под садик? Ну, подумаем. Подумайте. Потому что очень нуждается, здесь район в этом, не хватает Здесь район реально растет, места. и потребность есть. В Гаграх, как бы мы вот сейчас запустим, введем с Нового года в эксплуатацию сад, и там на какой-то период мы снимем этот вопрос. Здесь тоже подумаем. Ну, откровенно говоря, для столовой это большое здание. Если рационально его использовать, может и под детский сад его попробовать. Затем глава государства проинспектировал выполнение работы по ремонту кровли во второй средней школе имени Даура Ахба в селе Куланархуан. По поручению президента Управление капитального строительства провело замену кровли на площади 1600 квадратных метров. В школе 6 классов, где обучаются 18 учеников.
Все, пока ты ялтазге хучика нацхрау ойге дару яу. Караги ял шоан цап ачкун цвиги хурту джибаз талу карахот. Але класс киапсу бысвой класс свой хохяхагот. Далее глава государства осмотрел оползневой участок главной дороги в селе, где проживает более 300 дворов. Было отмечено, что дорога находится под угрозой полного разрушения. Президент поручил УКС изучить ситуацию и представить предложение по ремонту дорожного полотна. Бадыр Агунба посетил и среднюю школу села Абгархук Гудаутского района, где ознакомился с ходом ремонтных работ. По поручению главы государства Управление капитального строительства производит замену кровли общей площадью 1900 квадратных метров. Из них уже заменено 1400. Начальник УКС Демир Гамисони сообщил, что работы будут завершены в течение недели. Плюс в ближайшее время планируется выполнить замену части окон на фасадной части здания и в боковой. И помимо прочего, значит, еще будет делаться силами людей, которые пожертвовали, значит, брусчатку, и людей, которые собираются выполнить работы. Также будет сделана площадка перед школой, будет выложена брусчатка. Глава государства обратил внимание начальника УКС на наличие грибка на стенах в некоторых кабинетах. Здесь вы наблюдали кабинеты, которые полностью заплесневели. Надо будет по ним тоже принять решение, привести в порядок, чтобы, не дай бог, дети не заболели никаким. Здесь с подрядной организацией, которая выполняет ремонтные работы по кровле, мы переговорили, они за счет средств прибыли как раз делают это. Отлично. Президент сообщил педагогическому коллективу, что на следующей неделе школа получит новый школьный автобус. Шазина Ханагова, Фатима Гергия, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барцыц принял посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника. Мирошник рассказал о работе в новых регионах России, процессе их социально-экономического развития и укрепления. В ходе встречи достигнута договоренность о продолжении сотрудничества в сфере культуры, проведения мероприятий экспертного характера, в том числе конференции. Стороны также обсудили возможности участия Совета молодых дипломатов при МИД Республики Абхазия в мероприятиях по линии Совета молодых дипломатов МИД России, которые будут проходить в новых регионах России. Проект «Кавказ в годы Великой Отечественной войны. Историческая память. Уроки для будущего» объединил молодежь Абхазии и Геленджика, став площадкой для диалога между молодежными делегациями. Участники встречи в Сухуми совместно почтили память героев Победы и обсудили вклад народов Кавказа в Великую Отечественную войну. Главная цель мероприятия – укрепление сотрудничества и исторического взаимодействия молодежи. Особое внимание было уделено вопросам патриотического воспитания и гражданской ответственности у нового поколения. В мероприятии приняли участие студенты вузов, колледжей, школьники, курсанты профильных учебных заведений и активисты общественных движений. Проект организован Центром правозащиты российских граждан в Абхазии и АНО «Центр народных инициатив» в Геленджике. К другим темам. Итоги конкурса созидатели Абхазии подвели на заседании экспертного совета в режиме видеоконференции. Всего на предоставление грантов на реализацию социальных проектов на территории республики было подано 186 проектов, которые охватили разные сферы общественной жизни: развитие любительского спорта, сохранение местных традиций, помощь людям с инвалидностью, решение экологических проблем, развитие современных цифровых компетенций у школьников, поддержка молодежи. В итоге отобрано 32 проекта на сумму 115 миллионов. Впервые такая крупная сумма единовременно выделяется на поддержку местных общественных инициатив на конкурсной основе. НКО могли запросить на свои проекты до 5 миллионов рублей, инициативные группы граждан до 3 миллионов рублей. Заявки поданы из всех 7 районов республики. Больше всего инициатив представлено из Сухумского района — 113, а на
втором месте Очимчирский 23, на третьем Гагрский 13. Поддержанные проекты смогут стартовать уже с 1 декабря. Организатор конкурса – Центр социальных технологий «Гарант». Средства для его проведения предоставлены Российским фондом президентских грантов в рамках проекта «Мост для будущего сотрудничества НКО Абхазии и России». Новый отремонтированный спортзал торжественно открылся в Сухумской средней школе номер 14. Ремонт был проведен при поддержке спикера парламента Лаши Ашуба и администрации города Сухум. На церемонии открытия была и Аэлита Арутюнян. Открытие спортзала после ремонта – радостное событие для всей школы, ведь его ждали более 30 лет. До ремонта зал был в непригодном состоянии для занятий. Директор школы Рита Бейни отметила значимость события и выразила благодарность за оказанную помощь всем причастным. В год 65-летия нашей школы, со дня открытия нашей школы, мы получили великолепную спортивную площадку от наших коллег, друзей нашей страны, Республики Абхазия. Город Краснодар нам такую площадку подарил. И плюс еще двойная радость. Мы получили отремонтированный спортивный зал. Начиналось все с беседы с Лашем Мухзаровичем. Мы его в школу пригласили как выпускника, как спикера парламента и поделились своей проблемой. Станда Заруна давно в курсе, сколько лет. Потом подключилась и администрация города. Совместными усилиями вот такое чудо мы получили. Подарок такой. Спикер парламента Лаша Ашуба поздравил всех присутствующих с открытием спортивного зала. Он выразил слова благодарности правительству Абхазии, также администрации города Сухум. Мы учились в этой школе и хорошо помним, что мы, к сожалению, в послевоенное время были учениками и не было возможности у государства восстановить и школу, и спортивный зал. Но времена меняются, государство растет, возможности растут. И вот сегодня мы открываем этот спортивный зал. Также хотел сказать о том, что в этом году нам Краснодарский край преподнес большой подарок. Построили большую спортивную площадку вместе со спортивным комплексом. Таким образом, весь спортивный цикл в этой школе окончен. Благодаря новому спортзалу дети смогут полноценно заниматься спортом и просто поддерживать здоровый образ жизни. Помогли в замене крыши в прошлом году, отремонтировали часть классов. В этом году, по моему обращению, Тимур Михайлович Агерба сразу же отреагировал, отремонтировали пешеходную зону от Красного моста фактически до центра турбазы. И я уверен, что эти работы будут продолжены. Конечно, у нас в приоритете прежде всего учебные заведения и учреждения здравоохранения, но также мы занимаемся вопросами благоустройства нашего района. Глава столичной администрации Тимур Агерба также поздравил присутствующих с таким радостным и важным для школы событием. Ведь благодаря спортзалу школьники смогут лучше готовиться к различным соревнованиям и достигать новых высот. Я представляю, насколько было сложно без спортзала достигать таких высот, столько кубков мы сегодня видим. Я уверен, что с появлением возможности полноценно тренироваться и заниматься, достижений еще намного будет больше. Мы со своей стороны с Лашей Мухзаровичем и со Стандой Зауровной всегда на связи, обсуждаем различные вопросы и проблемы, в том числе проблемы этой школы, и наметили ряд мероприятий на следующий год, в том числе, которые мы сейчас уже в бюджете 2026 года планируем и всячески будем оказывать поддержку и в дальнейшем. Очень многие ученики этой школы занимаются в наших секциях городских, но с чего мы начинаем? Мы начинаем с физкультуры в школе, где дети проявляют себя, и затем они приходят в наши секции. И поэтому я хочу вас всех поздравить с открытием зала. В республике уделяется большое внимание развитию физкультуры и спорта. И открытие спортивного зала после ремонта – очередное тому подтверждение. Аэлита Арутюнян, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Конференция, посвященная созданию абхазского туристического бренда, прошла в Сухуме. Организаторы – Министерство туризма Абхазии и Нижегородской области. Встреча состоялась из двух семинаров. Первый – с представителями научной и творческой интеллигенции, второй – с представителями бизнес-сообщества. Все подробности в материале Гугу Цевардания.
Привлекать туристов, укреплять позицию страны на туристическом рынке, отражать душу и культурный код народа. Именно таким должен быть туристический бренд республики. Поэтому и создать его непросто. Необходимы консультации и беседы с профессионалами. Этой теме посвящена встреча представителей Министерства туризма Абхазии во главе с министром Астамуром Логуа с нижегородскими экспертами в области брендинга. На первую часть мероприятия приглашены представители абхазской интеллигенции. У каждого из них есть возможность рассказать о своем видении туристического бренда Абхазии. В первую очередь главным брендом должно быть сохранение нашей культуры. А кто сохраняет нашу культуру? Люди культуры, которые сохраняют символы, традиции, изучают. Работа над созданием туристического бренда началась с подписания в сентябре текущего года меморандума о сотрудничестве в турсфере между Министерством туризма и промыслов Нижегородской области и Минтуризма Абхазии. В рамках проекта нижегородская сторона оказывает содействие и экспертную поддержку. Мы договаривались о том, что специалисты в области развития бренда, продвижения страны нашей приедут и поддержат нашу страну, проведут курс семинаров, выявят точки, скажем так, роста, идеологические вещи, как мы себя хотим позиционировать, какую страну мы хотим строить, какой туризм развивать в Абхазии, какие есть, скажем так, еще не выявленные, интересные идеи, как можно презентовать нашу страну в целом в мире. И по этой причине вот сегодня у нас находится команда, которая в свое время, хочется отметить, что из абсолютно не туристического города Нижний Новгород и Нижегородской области сделала так, что сегодня Нижегородскую область и город Нижний Новгород посещает 4,7 миллиона туристов. И мы хотим то, что хранится в народе, хранится в его душе, хотим это заложить основу того, что называется туристический бренд. То есть, в конце концов, конечно, мы понимаем, что в стране есть уникальный климат, уникальная позиция географическая, есть море, есть горы. Но в конце концов люди приезжают к людям. То есть, что есть сегодняшние абхазы, про что они, кто они, чем они живут, какой образ мировосприятия у них, какие у них ценности, как они видят свой успех, то есть как они проявляют какие-то этические основы своего воспитания, своей культуры. Это все в конечном итоге и складывается то восприятие, тот опыт, который приезжие будут здесь получать. На вторую часть мероприятия были приглашены представители туристического бизнеса, у каждого из которых также была возможность высказать свое мнение о том, каким они видят туристический бренд своей страны. Отдельную часть во время обсуждения посвятили морально-этическому кодексу абхазов Апсуара. Апсуара – это абхазство, все, что касается этики, этикету абхазского внутри, там, не без этого. Там и философия, там и культура, там и религия, там и, прежде всего язык. И мы начинаем уже разбираться. Где-то там находит китайскую философию, кто-то находит, может быть, кто-то может сказать, что это общекавказское, но не совсем, а тоже так. Это уже становится не только объектом изучения, но объектом еще интереса. Сегодня пришли к этапу принятия и разработки бренда Абхазии. Мое мнение, что оно должно отражать культурный код Абхазии, а безусловно культурным кодом Абхазии является Апсуара. И, наверное, с целью продвижения туристического рынка это должно быть долголетие, и вот в сочетании оно должно отражать суть народа, близость моря и гор, чего нет во многих известных курортах мира, а это здесь буквально рядышком от пляжа до снега 50-60 километров, и полчаса, и ты, соответственно, меняешь климатическую зону, меняешь обстановку вокруг себя. Бренд должен отражать ценности, атмосферу и особенности страны, быть привлекательным для разных сегментов аудитории. Это единогласное мнение участников встречи. Несомненно, совместными усилиями им удастся создать его уникальным и запоминающимся. Гугут Савардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.
Дети от 3 лет и старше теперь смогут изучать абхазский язык с помощью нового мобильного приложения «Мобайл», презентация которого прошла в Сухуме. Анбан предлагает интерактивные задания, яркую графику и увлекательные мини-игры, что делает процесс обучения интересным и эффективным. Гунда Шоуа расскажет детали. Компания «Амобайл» продолжает развивать проекты, направленные на сохранение абхазского языка. И сегодня делает шаг, который давно ожидало молодое поколение и их родителей. Представлено первое в Абхазии мобильное приложение такого формата – обучающая игра «Анбан». Мы уже давно поддерживаем проекты, которые направлены на развитие языка, озвучиваем мультсериалы, аниме, записываем аудиосказки на абхазском. Сегодня новый этап этой работы, и мы представляем, с гордостью представляем наш новый проект, мобильное приложение «Анбан» для детей от 3-5 лет. Это совершенно новое, то, чего еще не было в Абхазии, образовательное приложение для детей всех возрастов и даже для взрослых, которые держат в себе ребенка до сих пор. «Анбан» объединяет 10 интерактивных мини-игр. «Собери букву», «Собери слово», «Разукрашка», «Математическая игра». Каждая помогает ребенку развивать речь, воображение, память и базовые навыки счета. Так обучение становится легким, веселым и естественным для детей от 3 лет. «Анбан» – это первое крупное сотрудничество компании «Амобайл» с автором и разработчиком приложением Давидом Каява. Именно он собрал команду специалистов, художников, аниматоров, музыкантов и реализовал проект от идеи до полноценной образовательной платформы. Стали искать идеи для дальнейших наших приложений, разработок. И пришла идея создать что-то простое, легкое и использовать для общества. Так появилась идея обучающей игры для детей с уклоном в абхазский язык. Эта идея не сразу сформировалась. То есть мы думали, какие игры будут подходить в качестве примеров. И как-то в интернете нашел игру, название не вспомню, но ее особенность была в том, что в игре был персонаж, который помогал ребенку учить английские буквы. Это был львенок небольшой. Он общался, взаимодействовал с игроком, и мне эта идея так понравилась, что мне захотелось, чтобы и в нашем проекте был некий персонаж, который смог бы также вести ребенка через процесс обучения. Руководство IT-школы STEM-Lab поддержало идею создания развивающего приложения «Анбан», увидев в нем потенциал для популяризации абхазского языка среди детей и повышения интереса к изучению родной культуры. Что касается абхазского языка, естественно, это уже настолько острая проблема, об этом говорят наши ученые-лингвисты. На самом деле, если ничего не предпринимать и оставить все как есть, то говорят о том, что через 50 лет абхазского языка не станет. В принципе, мы уже в списке ЮНЕСКО исчезающих языков. Поэтому очевидно, что надо подходить какими-то новыми методиками, к изучению. И в этом смысле образовательные платформы, они сейчас EdTech называются. Это, очевидно, очень важная вещь, которую надо поддерживать, и это надо делать, такую работу надо масштабировать. Особую атмосферу играм придает оригинальная музыка, созданная специально для проекта молодым абхазским композитором Тимуром Агарба. Главный герой игры – мальчик Таташ, знаком уже многим по стаканчикам, кофе и фирменному мерчу компании. Его озвучил Нарт Тыркба. Теперь он оживает на экране, чтобы стать проводником ребенка в удивительный мир родного языка. Я знал, что за проект, мне мама сказала. Я согласился, чтобы помогать детям. Дети должны разговаривать на своем языке, чтобы дальше еще их дети тоже разговаривали, чтобы наш абхазский язык не терялся. Я озвучивал персонажа Таташ, и это было не так легко. 514 слов я озвучивал, даже больше.
Приложение идеально подходит как для детей, которые только начинают свое знакомство с абхазским языком, так и для тех, кто хочет закрепить уже имеющиеся знания. Анбан – это не просто развлечение. Это новая глава в цифровом обучении на абхазском языке. И первый проект такого масштаба, созданный для того, чтобы родная речь звучала ярко, современно и доступно каждому ребенку. Приложение Анбан уже доступно для скачивания на всех популярных мобильных платформах App Store и Google Play. Кунда Шоуа, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки. По сообщению Гидромедцентра, 19 ноября в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью +7, 12, днем +7, +17, 22. Температура морской воды +16 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго. До встречи в эфире.